Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова и в начале коротко о главном. Привлекательный регион. В Башкортостане продолжает реализацию миллиардных инвестиционных проектов. Начало строительства завода разрешаем. И открывают новые туристические объекты с удобной и комфортной инфраструктурой. Главная уникальность этого места в том, что, выходя абсолютно из любого дома, гости сразу же видят одну из главных достопримечательностей Башкортостана. На коньках в любое время года в Дюртюляк строят современную ледовую арену и обновили материальную базу многопрофильных колледжей. У нас есть мобильные кейсы, электронные весы. У нас есть все для того, чтобы было приближено к практической деятельности человека. Как учатся, работают и отдыхают местные жители. Традиция конно-спортивных состязаний «Канатлы-Ад» зародилась около 20 лет назад. Маршрут перестроен. С 1 июля грузовым фурам запретили ездить по Затонскому и Демскому мостам. Если водитель больших грузов все-таки проедет по старому Затонскому мосту после ввода ограничений, то ему светит штраф в размере 5000 рублей. В чем причина, как объехать закрытые участки и для кого сделали исключение, расскажем в нашем выпуске. Инвестпроект по производству уникальных стройматериалов, расширение туристического потенциала в Стерлитамакском районе, благоустройство города Салавата и вручение дипломов выпускникам медицинского колледжа. Насыщенная на мероприятие неделя главы Башкортостана началась с рабочей поездки по юго-западной части региона. В течение 2 дней Ради Хабиров встречался с предпринимательским сообществом, лидерами общественного мнения, местными жителями. Какие вопросы обсуждались и о чем удалось договориться, расскажет мой коллега Азат Садреев. Мы верим в будущее! Мы строим его вместе! Время вперед! Еще одним резидентом особой экономической зоны Алга стало акционерное общество «Экопромстрой». В число резидентов оно вошло в октябре прошлого года после получения одобрения Инвесткомитета республики. Предприятие вложит 3 миллиарда 700 миллионов рублей в возведение современного завода по производству уникальных стройматериалов. Рабочие места получат 85 местных жителей. Я бы хотел отдельное внимание обратить. Армированного газобетона в нашей стране пока нет. И никто в нашей стране пока такое не выпускает. Это дает возможность ускоренного строительства объектов как индивидуального жилого строительства, так и многоквартирных домов. Вся сырьевая база здесь. Особая экономическая зона Алга выбрана местом расположения завода не случайно. По словам Радия Хабирова, по итогам прошлого года Алга заняла 3-е место в России по динамике развития. Здесь также созданы комфортные условия для бизнеса. Очень отрадно, что вот в такие непростые времена экономика республики является привлекательной для привлечения инвестиций. И для бурно развивающего строительного рынка нашей республики это производство точно востребовано. Точно востребовано. Важно то, что предприятие расположено на территории особой экономической зоны Алга. Это молодая экономическая зона, но она уже дважды признавалась самой динамично развивающейся экономической зоной Российской Федерации. Планируемая мощность будущего предприятия составит 400 тысяч кубометров газобетона в год. Этого объема хватит для возведения 2,5 миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов. Первую продукцию предприятие получит в августе 2027-го. Ради Хабиров осмотрел площадку будущего предприятия и поздравил инициаторов проекта с началом строительства. Для строительной отрасли Башкортостана реализация этого инвестиционного проекта даст стабильные поставки качественных стройматериалов, снижение зависимости от внешних поставок, а также более адекватные и предсказуемые сроки возведения жилья и социальных объектов. Для Стерлитамакского же района это дополнительные рабочие места и налоговое отчисление в местный бюджет.
После знакомства с видами выпускаемой продукции и производственными мощностями предприятия Радий Хабиров и директор компании Азат Шамсуаров заложили капсулы времени с посланием будущим сотрудникам завода. Затем глава Башкортостана дал старт реализации инвестпроекта. Начало строительства завода разрешаем. В районе активно развивается не только крупный, но и малый бизнес. Особое внимание при этом уделяется туризму. И это не случайно. Муниципалитет уже в числе лидеров по придорожному сервису. А интересные локации привлекают гостей не только из Башкортостана. Встреча с предпринимателями Стерлитамакского района прошла на территории новой турбазы, расположенной на берегу реки Белой, всего в километре от Шиха-на-Туратау. Главная уникальность этого места в том, что, выходя абсолютно из любого дома, гости сразу же видят одну из главных достопримечательностей Башкортостана. Панорамный вид базы отдыха «Видное место» оценил и глава республики. До начала официальной части ему успели провести небольшую экскурсию. На территории работают 4 модульных дома. Около каждого строения установили японские бочки для купания фурака. Кроме того, на территории создают отдельный банный комплекс, а также оборудовали зону отдыха и площадку для барбекю. Общий объем вложений в проект составляет 120 миллионов рублей, а полностью реализовать его планируют до 2029 года. Каждый дом, у меня была такова идея сделать, чтобы он был отличный от другого, не похожий. Вот как гость, как простой обыватель, вы заехали в один, а визуально увидели, что другой снаружи, да, и захотели в следующий. И у меня принцип этот я хочу сохранить на все 15 домов, чтобы мы одного гостя зацепили, и он 15 раз у нас был. По итогам прошлого года рост туристического потока в регионе вырос более чем на 8%. Республику посетили почти 2,5 миллиона гостей. При этом потенциал еще полностью не реализован, отметил Радий Хабиров. Башкортостан – это не только мед, кумыс и речные сплавы. Мы считаем, что Башкортостан не раскрыл свои туристические возможности. Мы начинаем потихонечку вскрывать наши шикарные места, то, что у нас есть. И мы сосредоточены сейчас не только на таком рекреационном туризме, коим является вот мы здесь, да. Это этнический туризм, гастрономический, познавательный, медицинский и так далее. Мы, чтобы вы понимали, я имею в виду власть, региональная, муниципальная, ваши главные партнеры. Потому что мы очень в этом задействованы. И мы очень в этом заинтересованы. По словам самих предпринимателей, поддержка республики и местных властей действительно дает стимул для дальнейшего развития. И первые помощники в этом – бизнес-шерифы, институт которых был создан по инициативе Радия Хабирова. И вот реально меня прям несколько раз чуть ли не за уши тянули. Участвуй. Там я и в городе Стерлитамак, и в районе был на предпринимательских часах. Там реально просто рассказывают обо всем, о возможностях, которых раньше точно не было. По гранту на туристическое оборудование мы получили детскую площадку. Получили ее буквально за 5 дней до конца подачи, подались. И хоп, нам выдали. То есть это софинансирование 50% от стоимости. Чтобы туристы вновь возвращались в Башкортостан, важна качественная инфраструктура, и она создается. Шульганташ, музей кочевых цивилизаций у мавзолея Турахана. Бирск превратился в город событийного туризма и креативных индустрий. Еще одной визитной карточкой республики станет фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», который впервые пройдет 11-12 июля сразу на 2 локациях – в селах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского. Фестиваль призван сохранить наследие промышленников XVIII века и показать его в современном ключе, сделав территории старинных заводов новыми точками притяжения туристов. Здоровья, здравствуйте, я вас узнала. Мы уже с вами не первый раз встречаемся. Центр поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей «Герои Отечества» открылся в Салавате в прошлом месяце. При содействии местной нефтегазовой компании выполнили капитальный ремонт здания, а на средства муниципального бюджета приобрели мебель и оборудование. Особым вниманием здесь окружают родственников погибших бойцов. С ними работают профессиональные психологи. Мы еще и как направляющая организация. У нас помимо всего, что работает здесь в центре, работают люди, сплоченные вокруг, которые готовы прийти на помощь. Есть такой там клевер у нас, это как детский садик для, допустим, семьи остались, вот никого не осталось, мама одна осталась. Для того, чтобы она не осталась одна, при нашей поддержке психологов есть вот такие сады, совершенно работают бесплатно.
Далее Ради Хабиров ознакомился с проектом благоустройства аллеи по улице Дзержинского, который реализует в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы формирования комфортной городской среды. Общественное пространство входит в единый план обновления центральной части города «Салават. 7 сновидений сквозь явь». На реализацию первого этапа направили почти 180 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Бордюры, асфальт будете менять? Да, полностью. Все, деньги есть, все, да, вот это все, да, отлично. Особенный день был для выпускников Салаватского медицинского колледжа. Образовательное учреждение подготовило 255 специалистов, которые завершили обучение по специальностям лечебное, акушерское и сестринское дело. Многие решили продолжить медицинскую семейную династию. В моей семье много медиков. Я собираюсь пойти по их стопам. Мне нравится в медицине то, что я помогаю людям, ухаживаю за ними, за тяжело больными. С самого детства говорила, я буду медиком, любила мерить давление бабушки. Вот. Поэтому это как-то у меня с детства пошло, что я захотела именно по стезе медицины пойти. С окончанием учебы молодых специалистов поздравил глава Башкортостана. Ради Хабиров также поблагодарил педагогический коллектив за добросовестный труд. Я хочу сказать, что вот в этом году наши колледжи, их 8 у нас, 6 филиалами, выпускают более 3000 специалистов. И наша система здравоохранения вас очень ждет. Мы, управленческая команда республики, все-таки стараемся сделать так. С одной стороны, мы интенсивно готовим специалистов и врачей, и средний медицинский персонал. Но еще мы хотим, чтобы вы приходили в хорошие условия работы. Достаточно много мы строим, достаточно много построили. И достаточно много будем строить впереди. Глава Башкортостана вручил выпускникам дипломы об образовании и пожелал им успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Среди молодых специалистов была и племянница Радия Хабирова, которую он приехал поддержать лично. По словам руководителя региона, будущие медработники выбрали нужную профессию, и их уже ждут в республиканских больницах и поликлиниках. Также в рамках рабочей поездки состоялась встреча с лидерами общественного мнения. За круглым столом удалось обсудить самые разные вопросы и проблемы. Беспилотная опасность, развитие медицины и сферы образования, ситуация с очередями на АЗС, которая благодаря усилиям правительства уже почти разрешилась. Говорили и о поддержке участников СВО и их семей. Башкортостан живет с девизом «Все для победы». Ребята вот воюют, воевали, они знают, как это сложно. Мне кажется, я нашел очень правильные слова для того, чтобы определить, чем мы занимаемся вот в это время. Все для победы. Говорили и о наболевшем. Теперь в городе с многолетней трудовой историей будут уделять больше внимания вопросам создания комфортной среды для местных жителей. Я первое, что прошу, Марат Ганулович, я вас прошу вот, при людях, при вашем активе, вы поймите, что вот сейчас для вас, я считаю, главное дело вашей жизни. Вот у меня сейчас в моей жизни, у меня много было там, я и большие должности занимал, и маленькие должности занимал, и везде. Но я знаю, что главное дело моей жизни, о котором я буду вспоминать потом, что-то себя корить, и где-то себя, может, скажу, молодец. Это вот я глава республики. А вы должны вот бросить все. Вот вы должны стать главой Салавата и бросить все сюда. У вас и опыт есть, и знания есть, и я вас поддержу во всем. Но вы должны вот на них опираться, поэтому мы с вами договорились. Экономика города работает, а вот вопросы в социальной сфере еще остаются. Строительство новой школы в 3-м микрорайоне, благоустройство территорий, увеличение количества пассажирского транспорта. Все пожелания лидеров общественного мнения взяты на карандаш. В ближайшее время по ним будут даны отдельные поручения главы республики. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. На неделе глава Башкортостана Ради Хабиров также встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в рамках рабочей поездки в Сухум. На повестке укрепление международных экономических связей, а также развитие туризма и гуманитарного сотрудничества. Важным шагом на этом пути стало открытие обновленного аэровокзального комплекса международного аэропорта Сухум и запуск прямых рейсов в столицу Абхазии из Уфы. Также принято решение о дополнительном финансировании программы «Башкирско-Абхазское долголетие».
Президент Абхазии поблагодарил делегацию Башкортостана за визит и подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений. Связи между народами Башкортостана и Республики Абхазия развиваются очень давно. Эти теплые базовые отношения позволяют нам возможность развивать эти отношения, укреплять сотрудничество. Я бы хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить вас за то решение, которое вы приняли по участию в реконструкции набережной города Сухум. Это действительно историческое событие. Это действительно тот яркий след, который республика оставляет в сердцах и душах наших людей. В рамках рабочей поездки Ради Хабиров ознакомился с обновленной набережной Диаскура в Сухуме. Реконструкцию объекта провели при поддержке регионов России, в том числе Башкортостана. Проект реализовали по поручению президента России Владимира Путина. Она проходит вдоль побережья Черного моря и является одной из главных достопримечательностей Сухума и популярным местом отдыха жителей и туристов. Руководитель региона также посетил Сухумскую крепость, памятник археологии, расположенный рядом с набережной. Абхазия для Российской Федерации является очень важным стратегическим партнером на Черноморском побережье в районе Кавказа. Это первое. И, разумеется, поддержка Абхазии для нас всех, для всей России является очень важным элементом в целом большой геополитической, внешнеполитической деятельности. Абхазия может дать море, может дать лечебные факторы, может дать хорошую инфраструктуру, хорошие условия. Над этим еще работают. И поэтому одно из главных, что мы постоянно занимаемся последние 2-3 года, это выстраиваем взаимопонимание вот в этой части. Для жителей Башкортостана, все-таки у нас достаточно суровый регион, особенно для детей, очень важно, чтобы они выезжали на море. Очень важно. Башкортостан – лидер в стране по количеству колледжей, которые попали в программу «Профессионалитет». Всего в этом списке 35 СУЗов республики. Об этом на неделе в Дюртюлинском районе заявил глава региона. В программе рабочей поездки Ради Хабирова был не только местный многопрофильный колледж. Тему продолжит Руслан Батаргариев. Словно попал на современную молочно-товарную ферму прямо в учебной аудитории робот-дояра. Установка оснащена 3D-камерами и лазерными датчиками. Студенты здесь учатся программировать умную технику и управлять процессом доения без участия человека. В таких максимально приближенных к реальным условиях обучают студентов Дюртюлинского многопрофильного колледжа. А какой специальности у вас получается? Какая специальность? Я монтаж технического обслуживания. Монтаж вы так же, как Денис, да, вы? Технологии. Какие? Вот как раз вот она, собственно, и будет работать. В прошлом году в Дюртюлинском многопрофильном колледже в селе Староуртаево завершили капитальный ремонт одного из корпусов. На базе учебного заведения открыли кластер среднего профессионального образования, инновационный центр подготовки кадров республики для сельского хозяйства. Его создали в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В системе СПО я 26 лет. Хочу сказать, что изменения огромнейшие, потому что мы получили прекрасные, благодаря программе профессионалитета, мы получили уникальное, дорогостоящее оборудование. У нас есть мобильные кейсы, у нас есть электронные весы, у нас есть все для того, чтобы было приближено к практической деятельности человека. В самом городе Дюртюли глава республики ознакомился с ходом строительства ледовой арены. Ее начали возводить в прошлом году по инициативе Ради Хабирова и поддержки регионального фонда социальных целевых программ. Двухэтажный спортивный комплекс общей площадью почти 5,5 тысяч квадратных метров будет включать крытую ледовую площадку для занятий хоккеем, фигурным катанием и проведения оздоровительных мероприятий. Это будет один из лучших ледовых в республике. Он большой, он больше Чекмагочского, он лучше Ишимбайского будет. И, скажем, разом же мы лучше должны делать. Поэтому. А здесь еще у меня там есть поручение, здесь еще у меня есть, у них бассейн маленький есть, но город-то большой, район 60 тысяч здесь почти. Поэтому здесь еще было мое поручение бассейн поставить. Поэтому тоже... Рано или поздно мы появимся. Конечно, сделаем. Преображается и Иванаевский сад в Дюртюлях. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь планируют создать прогулочные маршруты, благоустроить пруд и набережную, оборудовать пирсы, детские и спортивные площадки, места для отдыха у воды и событийную зону.
Так, с парада троек в Дюртюлях сегодня началось масштабное событие «Канатлы-Ат». На конно-спортивный фестиваль приехали представители разных регионов России, а также Беларуси и Казахстана. Традиция конно-спортивных состязаний «Канатлы-Ат» зародилась около 20 лет назад. Этот фестиваль раньше проводился поэтапно на разных ипподромах Башкортостана, и участие в нем принимали не только из республики, но и других регионов России. С 2023 года масштабное состязание проводится на Дюртюлинской земле. У нас здесь, благо, сохранился конно-спортивный комплекс «Аргамак», где мы тренируем лошадей, где мы обучаем детей, работаем с больными детьми на базе этой школы. Поэтому в этом направлении у нас выбрано брендовое мероприятие вот «Канатлы-Ат». Участников состязаний поприветствовал и глава республики. В своем выступлении Ради Хабиров подчеркнул важность фестиваля, который развивает традиции коневодства в нашей республике. Но самое главное, я хотел сегодня, обращаясь к жителям Дюртюлинского района, поблагодарить вас за ваш труд, за вашу активность, за вашу доброту и дружбу. Дюртюлинский район очень крепкий район, но прежде всего он крепок тем, что здесь живут очень трудолюбивые, настоящие люди, патриоты, и которые могут жить долгие-долгие годы в дружбе и согласии со всеми народами, которые проживают в нашей республике. Одним из самых зрелищных моментов фестиваля стали скачки чистокровных лошадей на приз главы республики. С самого старта жокеи держали публику в напряжении. Сразу 3 наездника, представляющие Башкортостан, Татарстан и Казахстан, могли забрать победу. Все решилось на последних метрах дистанции. В итоге первым финишировал чешминский наездник. Работаем, лошадьми, семьем, все нормально. Вот труд показывает свой класс. Вначале чуть-чуть запаздывали. Как удалось опередить? Какую тактику выбрали? Но лошадь сам знает тактику, лошадь опытный. Во время рабочей поездки Ради Хабиров встретился и с участниками специальной военной операции из Дюртюлинского района. Глава региона поинтересовался у военнослужащих тем, как поживают их родные, нужна ли им дополнительная поддержка. Бойцы поблагодарили республику за гуманитарные конвои, постоянное внимание и помощь семьям. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Ринат Акбашев, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Воины башкирского батальона имени Минигали Шимуратова в составе российской армии взяли Константиновку в зоне спецоперации. Кадрами бойца, который держит в руках знамя подразделения после боев за город, поделился в социальных сетях глава республики. Ради Хабиров поблагодарил воинов за мужество и службу и отметил, что гордится ребятами. Напомню, ранее Владимир Путин высоко отметил военнослужащих за успешное взятие населенного пункта. Президент подчеркнул значимость операции для последующего уничтожения крупной группировки украинских войск на Славянско-Краматорском направлении. С 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот. Поправки в республиканский закон подписал Ради Хабиров. Нововведения затронут порядка 6 тысяч опекунов и приемных родителей. Помимо этого, региональное отделение соцфонда приняло более 100 тысяч заявлений на ежегодную выплату родителям 2 и более детей. До 1 октября цифра может вырасти до 300 тысяч. Какой стимул это дает семьям и как выплаты помогают ставить детей на ноги, узнавал Эмиль Басареев. Дети Ралиеты Штемеровой любят проводить время вместе. Возраст хоть и разный, а увлечения одни. Мама старается дать детям все. Узнав, что появился новый вид поддержки, ежегодные выплаты родителям 2 и более детей, решила узнать, положена ли ей такая помощь. Я оформила через госуслуги. И это заняло буквально 10-15 минут. Никаких лишних справок не пришлось собирать, что очень порадовало. И самое приятное, что могут на эту выплату подать оба родителя. На такие выплаты могут рассчитывать родители, опекуны и попечители, воспитывающие 2 и более детей до 18 лет. А если они учатся очно, то до достижения 23. Также ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. За месяц в Башкортостане подано уже более 100 тысяч заявлений. НДФЛ уплачиваются по ставке 13%. Мы исчисляем
по ставке 6%, а заявитель налоговый вычет получает в размере 7% от уплаченного налога. И также можно сказать, что уже вот по рассмотренным заявлениям самый большой возврат по данной выплате уже на сегодняшний день составил 125 тысяч рублей. Еще одно изменение. С 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот. На 6,34%. Эта цифра соответствует сложившемуся в республике за 2025 год индексу потребительских цен. Расходы на реализацию закона в 2026 году составят примерно 32 миллиона рублей. Теперь опекуны или попечители будут получать в среднем 11 тысяч рублей, а на содержание ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ выделяют порядка 13,5 тысяч. Серьезное подспорье для того, чтобы обеспечивать чадо всем необходимым. А ведь в регионе много семейных пар, которые берут под патронатное воспитание далеко не одного ребенка. Как Бахрамовы, которые всегда мечтали о большой семье и теперь могут гордиться 12 детьми. С супругой посоветовались, так решили, что у нас 6 своих, и на воспитание возьмем еще ребенка. Сначала одного взяли, сына Раиля, потом уже еще 5 взяли. В свободное время мы обычно гуляем, выходим на природу отдыхать, потом ездим в гости также все вместе. И я благодарна своим родителям за теплое крыло свое, за то, что помогают, всегда поддерживают. Для оформления выплат можно обратиться в органы опеки по месту жительства, в МФЦ или оставить заявку на госуслугах. Еще одно новшество, которое станет поддержкой с 1 сентября – увеличение до 1,5 лет срока ипотечных каникул для семей, где появился второй или последующий ребенок. Воспользоваться мерой поддержки можно будет один раз на весь срок кредитования. Причем подтверждать снижение доходов при этом не нужно. Максимальный срок каникул по таким основаниям – 1,5 года. Причем этот закон будет действовать как для новых договоров, так и для тех, которые уже заключены. Важные условия. Ипотека должна быть оформлена на единственное жилье. Сумма кредита не должна быть больше, чем 15 миллионов рублей. Можно либо приостановить платежи, либо уменьшить их размер. Важный нюанс. Время окончания льготного периода не должно быть позднее даты достижения вторым или каждым последующим ребенком 1,5 лет, а при усыновлении не позднее 18 месяцев с момента оформления документов. Эксперты отмечают, что данный закон также положительно скажется на демографической ситуации в стране, а молодые семьи смогут смелее покупать жилье. Эмиль Басареев, Алия Альтубаева, Марсель Зарипов. Итоги недели. Под конец недели ажиотаж вокруг топлива в регионе начал спадать. В Уфе уже не увидеть длинных очередей к колонкам. Наша съемочная группа сегодня проехалась по АЗС города. На некоторых частных заправках можно заправиться и 92-м бензином, и 95-м. А где-то пока ждут подвоза топлива. На Лукойле на проспекте Салавата Юлаева был доступен дизель и 95-й. Владельцы машин активно ехали заправляться, а пробка образовалась только в тот момент, когда въезд закрыли на технический перерыв. На сети АЗС «Башнефть» очереди в обед и вовсе отсутствовали. Автолюбители могли заправиться без траты времени на ожидание, в наличии же все виды топлива. А там, где заправки закрыты, то причина проведения плановых ремонтных работ, а не из-за нехватки топлива. В принципе, все нормально. У меня никаких вопросов к работе автозаправочных станций в нашем городе и в республике нету. Я заехала, заправилась. Еду дальше поливать, собирать ягоды. Скажите, пожалуйста, вообще в очереди сейчас стояли? Нет, я не стояла в очереди. С 1 июля большегрузам запретили ездить по Затонскому и Демскому мостам. Речь идет о грузовом транспорте весом более 3,5 тонн, кроме автобусов и спецмашин. По Демскому мосту проезд ограничили полностью, а вот в Затонском направлении большегрузы могут двигаться только по соседней конструкции, которую построили 10 лет назад. Старый мост находится в предаварийном состоянии, ему более полувека. Мой коллега Даниэль Байков оценил износ гидросооружений.
Более 70 тысяч машин в сутки проезжают через северо-западные ворота столицы. Дорожная артерия связывает Уфу с другими регионами. Правда, количество фур на этом направлении значительно убавится. Мостовому переходу более полувека. Ремонт необходим по причине износа сооружения и его неудовлетворительного состояния. Если водитель большегруза все-таки проедет по старому Затонскому мосту после ввода ограничений, то ему светит штраф в размере 5000 рублей. Состояние моста инженеры признали предаварийным. Конструкция просела, выяснили специалисты. Глава Башкортостана поручил немедленно принимать решения и думать над ремонтом объекта. Вариантов 5, наверное, разных смотрели, как решать, по каким. Мы придем сейчас к коллапсу небольшому, так нам все равно придется, видимо, закрывать, да? Вот. Надо принимать решения. Если, значит, сами приступаем, давайте сами приступать и начнем эту работу. Движение для грузовиков весом свыше 10 тонн запретили по старому мосту еще 2 года назад. Для этого выделили специальную полосу на соседнем объекте, который возвели 10 лет назад. Получается, сейчас новый Затонский мост эксплуатируется в таком усиленном режиме, да, по 4 полосы движения. При этом сам Затонский мост, и старый, и новый, они продолжают работать для легкового транспорта. По нашему заказу был разработан проект капитального ремонта. Он прошел госэкспертизу. Соответственно, при выделении финансирования мы, безусловно, приступим к ремонту. Эксперты предложили временно закрыть движение в сторону Затона для большегрузов. Для этого специалисты установили дорожные знаки при выезде из Уфы. В том числе указывающих рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей. Это улицы у нас, значит, Рихарда Зорги, имени города Галли, и улица Пархоменко. С 1 июля распоряжение на ограничение движения будет до Нового года. Дальше будем продлевать, я думаю. При этом никаких ограничений для въезда в столицу со стороны федеральной трассы М7 нет. А вот по Демскому мосту для большегрузов запрещено движение в обоих направлениях. Поэтому водителям рекомендуют с 1 июля менять маршруты. В Демский район столицы через М5, а въезжать в Затон по той же дороге и в направлении Миловского шоссе. Эксперты уверены, что нововведения на логистику никак не отразятся, поскольку водители грузовиков ездят в обход Уфы и заезжают по альтернативным дорогам на окраинах города. Затонское направление ключевое для соединения участка с восточным выездом, где сейчас активно строят дорогу для выхода на улицу Галли. То, что закрытие моста абсолютно правильное решение, тут даже обсуждать нечего. Последствий каких-то особых, я не вижу. То есть, чтобы у нас завтра сразу где-то продукты кончились, потому что грузовики не смогут заехать, либо еще что-то. Конечно, этого не будет. И будем надеяться, что все-таки у нас получится решить вопрос с финансированием по ремонту моста, и мы его приведем в нормальный божеский вид, тем более, что Затонское направление очень живое. И если мы еще планируем сейчас открыть дополнительный кусок округ Галли к восточному выезду, то тут даже разговоров быть не может, чтобы он оставался в существующем состоянии. А пока в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют 10 мостов. Крупные из них – это сооружения через Белую на трассе Дюртюли-Нефтекамск, через реку Ай от Кропачева до Ачита, а также на дороге до Вликанова-Толбазы. Всего же в Башкортостане намерены привести в порядок региональные дороги протяженностью свыше 600 километров. Безусловно, в этом году мы более организованно проводим эти работы. Прошлый год нам действительно сильно помешала попытка рейдерской атаки и захвата Башкир-Автодора. Слава богу, что в этом году мы более организованно вышли на работу. Деньги доведены, я так понимаю, насколько, да? Хорошие объемы работы, надо все их выполнить. Ремонтные работы создают неудобства в виде дополнительных заторов, но они временные, говорят эксперты. Каждому путепроводу или мосту после длительной эксплуатации требуется внимание, как и живому организму, чтобы на десятилетия продлить жизнь всей транспортной артерии. Даниил Байков, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Около 150 новобранцев уехали на неделю служить в Восточный военный округ. Об этом и других событиях, без которых информационная картина уходящих 7 дней была бы неполной, в новостях короткой строкой.
В Забайкалье и на Дальний Восток в республиканском сборном пункте состоялись проводы новобранцев. Большинство из них направят в сухопутные войска. Сначала призывников ждет учеба, они освоят современную военную технику и получат специальности. Всего во время весеннего призыва из Башкортостана планируют отправить в армию около 5500 человек. Глава Башкортостана Ради Хабиров принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам соцподдержки участников СВО. Оно прошло под руководством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Поднимались вопросы совершенствования мер социализации участников СВО и поддержки их семей. Строительство западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе завершено на 60%. Это почти 6 километров дороги, которая поможет вывести транзитный транспорт за пределы села и сократить время в пути в направлении Давлеканово. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их начали почти 3 года назад. Сдача объекта запланирована на 2027, но подрядчик рассчитывает закончить раньше намеченных сроков. В Уфе вспомнили одну из самых трагических страниц в истории республиканской авиации. В ночь на 2 июля 24 года назад в Германии над Боденским озером столкнулись пассажирский Ту-154 башкирских авиалиний и грузовой «Боинг». Погиб 71 человек. Все, кто был на борту обоих самолетов, в том числе 52 ребенка. На Южном кладбище собрались родные, близкие и друзья. Спустя 24 года они говорят одно: время не лечит, оно лишь учит жить с этой болью. В Башкортостане неравнодушные жители спасли лебедя, испачкавшегося в нефти. Полностью черную птицу обнаружили на границе 3 городов – Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Измученного лебедя доставили в Центр реабилитации диких животных Пин-и-Пуф в Уфу. Его нужно выпустить как можно скорее, говорят эксперты. На водоеме осталась самка, у которой скоро вылупятся птенцы. Сейчас ему обеспечивают полный уход и параллельно чистят от нефти. Главное не смыть природный жир птицы. Нейросети с национальным колоритом. Коллектив ученых Башгоспедуниверситета имени Акмуллы работает над интеграцией башкирского языка в искусственный интеллект. Преподаватели факультета башкирской филологии отобрали и передали свои сборники и книги для внедрения в алгоритмы и экосистему нейросетей. Большинство этих работ уникальны, и ранее их не было даже в электронном виде. Сейчас коллектив преподавателей работает над формированием материалов из числа дипломных работ студентов для интеграции в ИИ. У меня на этом все. И прямо сейчас смотрите авторскую рубрику моего коллеги Руслана Шарафутдинова «Между нами», в которой он расскажет о ключевых событиях в контексте своего мировосприятия. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафутдинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Безусловно, минувшая неделя прошла под дулом топливного пистолета. В Уфе бензиновая лихорадка получилась яркой, но короткой. На сегодня еще остаются определенные сложности в отдаленных районах республики, которые, как заверяет топливный оперштаб, разрешатся в ближайшие дни. Никто не будет забыт или брошен на произвол бездизельной судьбы, тем более в сезон сельхозработ. Ажиотаж же в Уфе сошел на нет еще к середине недели. Топливо появилось на всех заправках, и не только АЗС «Башнефти», а очереди, соответственно, рассосались. Конечно, это результат энергичных и оперативных мер власти. Напомним, по поручению Радия Хабирова на базе Минпрома и энергетики Башкирии сразу после появления проблем был организован оперштаб, о работе которого всю минувшую неделю ответственные лица ежедневно докладывали на специальном брифинге в эфире БСТ «Что, куда и зачем». Если широкими мазками, то поставки с заводов на заправки для насыщения рынка были срочно увеличены в 2 раза. На доставку были брошены все бензовозы. Всю логистику регулировали в ручном режиме онлайн. Над мелкими игроками рынка правительству пришлось взять шефство. На особом внимании резерв и приоритет для чрезвычайных коммунальных и социальных служб. От школьных автобусов и пожарных до скорой помощи и полиции. Сыграли свою роль и ограничения: не более 30 литров любого топлива в одни руки для физлиц и мораторий на канистры.
Честно говоря, лихорадка была не столько бензиновой, сколько канистровой. Пока можно было, каждый первый и второй заправлялись по самое горло в бак и всевозможную тару на черный день, как будто он уже наступил. Можно считать по факту, что на сегодня топливная ситуация в Башкирии полностью под контролем. Теперь немного выводов. У нас в Башкирии серьезный запас бензиновой прочности и конкурентные преимущества. Сразу несколько крупных нефтепредприятий на своей территории. О причинах внезапного ажиотажного спроса 25 и 26 июня я слышал за последние дни много разных версий, самых фантастических и хайповых. Так вот, никакого дефицита топлива вследствие его укрывательства накануне, конечно же, не было. Просто на фоне слухов о неких проблемах на заводах уфимцы смели все топливо вместе с запасами на городских заправках. И если среднесуточное потребление по заправкам Башкирии условного 10 июня составляло 2400 тонн, то в пятницу 26 июня оно составило рекордные 3500 тонн, в 1,5 раза больше. Такая вот простая математика. Поэтому топливо заканчивалось на заправках быстрее, чем его успевали подвозить. Там, где хватало одного бензовоза, теперь нужно было 5. Просто обрушилась вся логистика. Несмотря на то, что из каждого официального утюга звучало: «Друзья, без паники, бензина всем хватит, не надо его подливать в костер ажиотажа». Как оказалось, доступность бензина имеет не просто важное, а критическое значение для социального самочувствия. Также выяснилось, что рассчитывать только на сознательность и самоограничение граждан не приходится. Нужны административные меры регулирования. Тем более на фоне той картинки, которую мы наблюдаем в последние дни по стране. С уважением нужно относиться друг к другу, друзья. Что бы ни происходило, паника и ажиотаж никогда не решают проблему, а только ее усугубляют. Теперь отдельно о Башнефти. Во-первых, ей большое спасибо за деятельное участие в разрешении ситуации. Во-вторых, здорово, что она у нас есть, как залог нашей топливной безопасности. Собственной безопасности самой Башнефти уделяется самое серьезное внимание. Теперь все понимают, насколько это важно в наших общих интересах. Как мы видим, наибольшие проблемы имеют регионы, где нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, либо они серьезно пострадали из-за атак беспилотников. Примером тому Краснодарский, Забайкальский край или та же Москва. Много было досужих разговоров, какое влияние имеет республика на Башнефть, особенно после недавней продажи 6% из своего пакета акций для Роснефти. Вы знаете, можно сказать 1000 правильных слов и в нужный момент ничего не сделать. А можно наоборот. Партнерство, как и дружба, они познаются в беде. И в нужный момент Башнефть подставила нам плечо, даже там, где вроде не обязана была это делать. Например, поставлять напрямую свое топливо чужим сетям. Безусловно, такое понимание говорит о политическом весе Хабирова. Его не только слышат, но и слушают. Башкирия для Башнефти не просто территория пребывания, а опорный край, где она черпает свою силу не только из земли, но и от людей. Между нами расслабляться еще точно рано. Во-первых, еще надо урегулировать до конца ситуацию в отдельных районах республики. Во-вторых, неизвестно, как долго мы сможем оставаться относительным региональным островком благополучия при общей топливной ситуации в стране. Так что надо всем нам быть в тонусе, и власти, и населению. До свидания, с вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Да, кстати, а где все те скептики, которые сомневались в целесообразности перевода автобусов Башавтотранса на газ, которые спрашивали, зачем Хабиров это делает? Ау, вы где? Ну и как? Кто оказался в итоге прав? Лидер на то он и лидер, чтобы видеть наперед и продвигать решение, даже если оно далеко не всем сначала понятно. А вот теперь точно до свидания, берегите себя и своих близких, все будет хорошо.